Здравствуйте, дорогие наши друзья! Предательство в чистом виде. Что может быть хуже? И снова в якутском ППЖ самоед. Когда смотришь на его фото, сердце разрывается. В этом изможденном грязном существе почти невозможно узнать гордого и белоснежного самоеда. Но это он. Породистая собака, которая когда-то была чьим-то любимцем, а может быть и не была никогда любимцем. Но сегодня он оказался в ППЖ. Он точно не родился на улице. Скорее всего, его покупали у заводчика. А сейчас просто выбросили как ненужную вещь. Зачем покупали? Вопрос риторический. Я никак не могу понять, зачем заводить собаку, если она тебе не нужна. Зачем обрекать живое существо в дальнейшем на предательство? Эмоции зашкаливают, но от нашего гнева хвостику не легче. Он уже в отлове. А для самоеда это приговор. Ведь эта порода – вечные дети. У них нет агрессии. Они абсолютно не приспособлены к жизни в стае, где нужно выгрызать себе место под солнцем. Он не сможет постоять за себя в общем вольере. Его просто съедят. И морально, и физически. Друзья, давайте совершим чудо для этого мальчишки. Ведь он не выживет там. И шанса на спасение без нашей помощи у него нет. Давайте вытаскивать его из этого ада. Без вашей помощи, без вашей финансовой поддержки мы не справимся. Давайте дадим шанс этому мальчишке все-таки обрести новый дом. Любимых и любящих хозяев. А теперь к хорошим новостям. Благодаря вашей помощи, вашей поддержке, якутские хвостики благополучно прилетели в Москву. Вот Барагонский готов. Так. Все, мы готовы, аэропорт. Это были 3 сложнейших вылета подряд. Организовать, проконтролировать, не упустить ни одной детали. Конечно же, задача не из легких. Сыночка наш готов. Говорит, полюбите меня кто-нибудь и заберите меня с этого Якутска, скажи, да? Мы в порту. Ой, сладушка. Вот такой сладушка. Откормился маленько. Но благодаря нашей Надежде, которая лично занималась отправкой каждого хвостика из Якутска, мы справились. И это была настоящая командная работа, где каждый на своем месте выполнял то, что он должен был делать. Огромная благодарность нашей Надежде. О, идеальный пес. Вот это идеальный пес. Да. В любую семью себе бы оставила. Вот такого маленького мальчика. На собак 0 агрессии. Тихий, спокойный. Малыш такой сладкий. Бросили, сказать, такого малыша. За что, сказать? За 100. Ну, больше любит, конечно, женщин, чем мужчин. Сыночка, мамина собака. Мамина собака улетает, да. Мамина собака улетает. Да, конечно, мамина. Ты сам переживаешь, да? Да я тоже переживаю за тебя, конечно, переживаю. Сейчас все наши подопечные разъехались по передержкам. Им нужно время, чтобы прийти в себя, выдохнуть, освоиться после долгой дороги. И впереди у нас очень серьезный план. Визиты в ветклинику, анализы, кастрации, стерилизации. Потом профессиональная фотосессия и поиск самых любящих семей. Так, кто у нас умница? Да, ты умница. Молодец. Такой добрый мальчик. Скажи, я всех люблю. Все хорошо, скажи. Да, на передержке уже освоился. Мы, скажи, дружной компанией сидим с собратьями по несчастью. Да? Умничка моя. Так, дай глазик вытру. Ты моя умничка. Ты моя золнышко. Ой, 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 а лапы грязные у тебя какие. Ой, какие у тебя лапы грязные. А дай лапу, дай лапу. Дай лапу. Не-не-не, обе не надо, зайка. На, вкусняшку будешь? На. Вот умничка. Ну ничего, поправимся. Вообще красота будет. Просто немножко еще, конечно, худоватый.
Немножко лезем. Ну так, в принципе, все нормально. Все нормально, да. Все хорошо. Все нормально. Да, вот здесь косточки прям чувствуются. Хвост у тебя шикарный, Бублик. Возможно, кто-то из вас уже сейчас, увидев фото наших хвостиков, почувствовал и понял, что это тот самый домашний друг. Не ждите, пишите нам, звоните и приезжайте знакомиться. Путь к домашнему счастью требует, к сожалению, очень больших финансовых ресурсов. Дорога домой – это только начало. И без вашей финансовой помощи, поддержки нам не справиться с оплатой передержек, с лечением, с питанием, с обработками, со стерилизациями, с кастрациями. Друзья, пожалуйста, не бросайте нас. Любая сумма – это вклад в новую счастливую жизнь для наших якутян. Пожалуйста, поддержите нас, чтобы мы могли продолжать спасать жизни наших братьев меньших.